بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا Мухаммад وعلى آله وأصحابه أجمعين. Как мы знаем, шестым столпом исламского вероучения, то есть шестым столпом имана, является вера предопределения. И его исполнение, как его и называют, аль-када и аль-кадар. А также вера в то, что добро и зло созданы Всевышним Аллахом. Необходимо знать, что все это в мире, добро и зло, и здоровье, и болезни, и бедность, и богатство, все происходит по воле Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что хотел Аллах, то и было, чего Он не хотел, того не было. И в книгах ученые приводят, что Всевышний Аллах до сотворения мира 50 тысяч лет вперед еще предопределил все, что будет по своему предопределению. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, сура Хадид, 22 аят, Бисмиллахи рахмани рахим. «Ма асаба мин мусибатин фил арди валя фи анфусикум илля фи китабин мин кабли ан набраха». Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в книге еще до того, как мы сотворили его, то есть это несчастье. Поистине это для Аллаха легко. Кадар – это знание Аллаха о тех событиях, которые произойдут в будущем. Кадар – это осуществление Аллахом всех событий согласно своему знанию, то есть согласно Кадар. Несмотря на такое деление, практически эти обе части являются одним целым. Таким образом, предопределение подразумевает, что Аллах знает все, что произошло и что произойдет. Он всегда претворяет свою волю в действительность. Его мощь безгранична. То, что Он предписал, никто не знает. Кадар – это исполнение, это абсолютное соответствие фактически происходящего реального времени изначальному знанию Творца. То есть, если привести пример, мы можем сказать, вот кадар – это Аллах предопределил, что условно Ахмад родится примерно в 2024 году, 15 января. Кадар – это его точное исполнение, и также это произошло в 2024 году, Ахмад и родился. Вот это, если привести пример, кадар и кадар. Тогда возникает вопрос, если все Всевышним Аллахом предопределено, ответственность человека есть вообще за свои действия тогда в этом мире. Действия человека делятся в этом мире на два вида. Первый – это непроизвольные действия. То есть это то, что в жизни человека не связано с его волей и выбором. Например, сердцебиение, дрожь руки, примерно рост, высокий он или низкий он. Это все не связано с его волей. Непроизвольные действия создаются Аллахом без непосредственного участия воли человека, поэтому он не отвечает за них. А второй вид действия человека – это произвольные действия. Это те действия, которые зависят от его воли и выбора человека. Например, садиться, или вставать, или ходить, или совершить какое-либо действие и так далее. Произвольные действия, так же как и непроизвольные, создаются Аллахом, но они связаны с выбором человека. Единственным Создателем является Всевышний Аллах. Человеку же Он предоставляет право выбора. Второе – силу и возможность тех или иных действий, за которых человек будет держать ответственность в судный день. Если спросит человек, например, если грешник тогда спросит, в чем моя вина, если Аллах все заранее предопределяет. И ему ответ будет, Аллах создал
человеке свойство выбора и воли. То есть человеку Аллах дал волю, чтобы он мог выбирать между добром и злом. И с помощью этого свойства, вот этого ни'мата, человек может делать выбор. Вот, например, человек может пойти в мечеть, вот выбрав вот это действие. Или наоборот, он может пойти куда-то в другое место и там совершить греховное. Это сам человек выбирает, и это свойство выбора, воли, вот Аллах вложил в человека. Эти действия, когда человек выбирает, вот эти действия создает сам Всевышний Аллах. В человеке только выбор. Если он выберет человек пойти в мечеть, вот это его ходьба, все дальнейшие действия, это создает Всевышний Аллах. И обратное тоже. А человек там только выбирает. Мы говорим судьба. Вот по предопределению Всевышнего Аллаха, то, что все происходит в этом мире. Получше узнать вот эту тему, можно привести пример. Это чуть сложная тема, поэтому мы чуть спустимся на уровень нашего разума и постараемся его понять. Вот, например, директор школы организовал экзамен своим студентам. Ведь этот директор по своему желанию организовал вот этот экзамен, чтобы узнать, кто из них лучше учится, а кто плохо учится. Надо же это выявить. Вот студенты сдали экзамены некоторые, а некоторые его провалили. Получается, этот директор же не вынуждал этих студентов, чтобы они провалили экзамен. Он просто дал им выбор или сдать, или провалить экзамен. Вот это они сами выбрали. Вот это похожий пример. Еще один пример, но это произошло, эта сдача экзамена произошло по желанию, по воле этого директора данной школы. Вот еще один пример. Вот, например, хозяин захотел проверить своего раба, и он отправил его в магазин за продуктами. И он дал ему определенные деньги, и он никого за ним не послал, чтобы проверить. И этот раб идет в магазин, вот он купил там продукты определенные, оставшие деньги он себе в карман положил, то есть он их украл. Вот этот хозяин же не принуждал его, чтобы он украл эти деньги. Но этот раб пошел в магазин за продуктами по воле, по желанию этого хозяина. Единственное, здесь разница в этом примере, вот этот хозяин не знает, что этот раб будет делать конкретно, или он украдет эти деньги или нет. А Всевышний Аллах это изначально это все он знает, конечно. И еще возникает такой вопрос у людей насчет хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это хадис приводится в Сахих Бухари и Муслим, где говорится, человек как бы совершает он добрые, хорошие поступки, он хороший мусульманин на виду у людей. И его своими добрыми поступками он приближается как бы в рай, и его опережает предопределение, и он попадает в итоге в ад. И точно так же человек на виду людей совершает плохие поступки, и он приближается к аду, но в итоге его опережает предопределение, и он попадает в рай. Этот хадис, ученые его так толкуют, дают объяснение,
этот человек, получается, люди так думают, что он совершает хорошие поступки или, наоборот, он совершает плохие поступки. А там это не значит, что если человек совершает намаз, постится месяц Рамадан, дает закат, ходит в мечеть, ну, он хороший мусульманин, но все равно он, его предопределение его опережает, и он попадет в ад. Это не так значит. Это люди так думали, но у этого человека намерения сердца нехорошие были. А об этом только знает Всевышний Аллах. Вот поэтому из-за его неискренности, нечистых намерений, он в конце Аллах его выявляет, то, что у него сердце. И он же предопределение уже записан из числа обитателей ада, потому что Аллах знает, что в сердцах людей. И поэтому он туда и попадает. Вот также аналогично человек совершает плохие поступки на виду у людей, все думают, что он плохой человек, но этот человек в сердце он знает, узнает свою низость, свое положение, и он по ночам кается, он плачет и взывает дуа Всевышнему Аллаху, чтобы он исправил его ситуацию, что в его положении, и чтобы он его простил. И в итоге из-за его покорности, из-за его честности, Аллах его прощает, и он попадает в рай. Вот так это объясняют этот хадис ученые. Возникает вопрос, почему Аллах создал зло? И Аллах все вещи создал противоположно. Добро и зло. Вот высокий, низкий. Вот холодный, горячий. Хороший, плохой. Вот если взять любую вещь, Аллах вот создал вот таким образом. Это для чего? Если бы человек не знал вот холода, то он не знал бы, как бывает тепло. Вот и точно так же, если бы люди не знали, что такое зло, они не могли бы узнать и оценить, что такое добро. Вот поэтому Аллах и зло создал, и добро создал. И это все для того, что было вот испытание. Вот этот мир, эта дунья, это место испытания. Здесь людей Аллах испытывает. Аллах призывает людей через пророков, посланников и через священные писания, чтобы люди не совершали зло, и указывает на путь добра и совершения. Тем самым, если человек все это зная, все равно по своему желанию выбирает зло, за это ему придется отвечать в судный день. Каждое событие бывает в разные стороны. Вот если посмотреть из разных сторон, с одной стороны, это событие кажется злом, а если посмотреть с другой стороны, то это оказывается добром. Вот это великая мудрость Всевышнего Аллаха, вот мы не можем его полноценно его достигнуть и узнать это. Если привести пример, однажды один человек, он был рыбаком на корабле, и их корабль утонул в море, и все его друзья тоже утонули, и он, вцепившись в одну доску, он остался живым среди моря. И кругом вода, ничего не видно, куда плыть тоже он не знает. И одно время он издалека видит дым. Вот поднялся дым. И он начал плыть в сторону, где видно этот дым. И он оказался в своем городе, там, где он жил. И он идет себе домой, и когда он приблизился к своему дому, оказывается, этот дым идет от пожара его двора. Вот загорелся его дом.
Вот все его дети, жена, и когда его увидели, они побежали навстречу ему и начали кричать. И такое горе нас настигло, наш дом сгорел, вот они начали плакать. А этот человек улыбается и говорит «Альхамдулиллах». Он благодарит Всевышнего Аллаха, а жена не понимает, спрашивает: «Ты что, ты смеешься, у нас же дом сгорел». Этот человек говорит: «Так хорошо, что наш дом сгорел. Если бы этот дом не сгорел бы, то меня живых не было бы, то я утонул бы в море». И он объяснил ей все, как произошло. Вот в этом примере мы можем знать, вот для его семьи, этого человека, то, что их настигло, это зло. А вот для этого хозяина этого дома, вот для него это добро, как мы и видим. Передается хадис аль-Кудуси, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: пришел Джибриль и сказал: «Я Мухаммад, о Мухаммад, Раббука якрау алейка салам». Аллах передает тебе салам. Ва якулу, и говорит: «Инна мин ибади ман ла яслуху имануху илля бил гина». Среди моих рабов есть такие люди, которые их иман не сохранится только вместе, если они не будут богатыми. Они будут имане только с богатством. Если я их лишу этого богатства, то они выйдут из ислама. Вот поэтому я даю таким людям богатство. Ва инна бин ибади, и среди моих рабов есть такие люди, их иман сохранится только с бедностью. То есть, и поэтому я их дал им бедность. Если я их сделаю богатыми, они это не выдержат, и они выйдут из религии. И также среди моих рабов есть такие люди, которые их иман сохранится только с болезнью. Вот таким людям я даю болезни. Если бы они были здоровыми, то они вышли бы из религии. И также среди моих рабов есть такие люди, которые их иман сохранится только со здоровьем. Если бы я дал бы им болезнь, они не выдержали бы, и у них не хватило бы терпения на эту болезнь, и они вышли бы из религии. Вот таким образом Аллах дает знать, что Он каждому мусульманам Он дает, как этот мусульманин, этот человек будет это терпеть и сохранить тем свою веру. Что нам дает вера предопределение? Что мы от этого получаем, если мы поняли, что все по предопределению Всевышнего Аллаха? Мусульманин верит в предопределение и знает, что все события во Вселенной происходят по воле Всевышнего и создаются им. Вместе с тем он знает, что у каждого человека есть выбор. Тот, кто обладает такой верой, будет всеми силами стараться добиться успеха этой жизни. Ислам призывает в любых ситуациях полагаться на Аллаха, однако в то же время он обязывает выполнить все необходимые условия для достижения той или иной цели, то есть выполнить закон причинно-следственных связей. Например, для получения урожая какой-либо культуры необходимо вспахать землю, использовать необходимые удобрения, засеять семена, своевременно производить полив, бороться с насекомыми, вредителями и только после всего этого, уповая на Аллаха, ждать урожай. Причинно-следственные связи установлены Аллахом, и их следует соблюдать, но при этом надо знать, что все происходит по воле Аллаха.
Правильное веропредопределение обостряет чувство ответственности человека, конечно. При этом верующий предопределение с пониманием относится к постигшим его бедам и неудачам, потому что он знает, что все происходит по воле Всевышнего Аллаха, в каждом событии есть смысл и знамение. И вера предопределения помогает преодолевать трудности и успокаивает душу. Еще один пример приведем мудрости Всевышнего Аллаха, его предопределение, его всем. Вот одно арабское племя, в одном селении, они жили, и всегда они советовались с одним аскетом, ученым в этом селе, во всех ситуациях. И однажды у них ночью в этом селе у них всех умерли собаки, сторожевые. И они спросили этого мудреца, ученого, что так у всех собаки умерли и что это значит. Этот мудрец сказал: «Я надеюсь, их смерти ваше спасение». Потом на следующую ночь умерли все петухи. И опять они его спрашивают, и он опять говорит: «Надеюсь, что их смерти ваше спасение». Потом они говорят: «Какое спасение их смерти? Вот одни на утреннюю молитву нас будили, а вот собаки нас сторожили, наш скот и так далее». И в эту ночь, третью ночь, никто в этом селе не смог зажечь огонь. А мудрость всего этого стала известна только на утро. А что было? Вот одни грабители, разбойники проезжали вот это село, они вот подряд ходили и грабили села, и они приблизились к стенам, к домам этого села, и там они, когда прислушались, не лаяли собаки, ничего не было слышно, и они нигде не видели огня. И они подумали, что там никого нету, это заброшенное место, и они мимо прошли. И эти люди как бы спаслись от этих разбойников. Вот так бывает замысел и мудрость каждое событие, которое происходит в этом мире, заложено Всевышним Аллахом. Зачем тогда делать дуа, если и так все Аллахом предопределено, что это изменит? Насчет этого есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что эту судьбу предопределению меняет только дуа. И само себе дуа — это поклонение. Пророк говорит, алейхиссалату вассалям, ад-дуа хуа аль-ибада. Дуа — это поклонение. Аллах Всевышний говорит в Коране, суре Рад, 39 аят: «Ямху Аллаху ма яшау ва юсбиту ва индаху уммуль китаб». Аллах изменяет, Он стирает то, что хочет, и устанавливает, укрепляет и то, что Он хочет. Ва индаху уммуль китаб. И возле Него уммуль китаб. Это хранимое скрижали, его называют лаух аль-махфуз. Ученые говорят, то, что на свитках у ангелов, там Аллах меняет то, что Он хочет. А то, что с хранимой скрижали записано, вот это не меняется. А одни ученые говорят, и то, что хранимом скрижали, тоже меняется, а то, что возле Аллаха, это не меняется. От этого ничего. И как бы они приводят с хорошим иснадом, в тафсир Табри, дуа, который делал праведный халиф Умар бин Хаттаб. И во время тавафа он в Мекке делал такой дуа, если смысл сказать: «О Аллах, если Ты утвердил меня среди счастливых, то укрепи меня там. А если Ты записал на мне грехи и несчастья, то измени это и запиши меня среди счастливых. Поистине Ты меняешь, что хочешь, и утверждаешь, что хочешь. И возле тебя уммуль китаб». Этот асар передается с хорошим иснадом.
Вот из-за этой дуа тоже мы знаем, что Аллах меняет то, что Он хочет. И поэтому сделать дуа и обращаться к Аллаху и просить защиты от бед и все, что человек хочет, это поклонение, это надо Всевышнему Аллаху просить и делать дуа. В ранние времена были такие люди, му'тазилиты, они заблудились с правильного пути. Потом появились кадариты, потом против них появились джабариты. Вот они как бы насчет этого предопределения, у них всех были разные мнения. Одни их утверждали, что человек сам решает все, и он сам как бы определяет свою судьбу. А другие, наоборот, говорили, что человек ничего не решает, у него нет выбора и воли, то как бы Аллах его принуждает во всем. Вот они так заблудились. И то, что мы рассказали, вот это правильное истолкование вот этого вопроса, то, что, если коротко сказать, предопределение – это все знание Всевышним Аллахом изначально. Он все предопределил и все знает. А человеку Всевышний Аллах дал выбор и волю, чтобы человек мог выбрать между добром и злом. И из-за своего выбора, из-за своего намерения, если человек намерился совершить добро, он из-за своего намерения получит за это награду, а это добро, действие создает Всевышний Аллах. Человек ничего не создает. Халик, создатель, только Всевышний Аллах. И точно так же, если он своим выбором, по своей воле этот человек выбрал зло, из-за этого, из-за совершения этого зла он и получит наказание. И то, что он выбрал, это зло, это действие, вот это создает, это тоже Всевышний Аллах. И коротко, если сказать, то, что мы должны знать, вот это насчет предопределения. А так, углубляться в этой теме и задавать вопросы, почему так, почему не так, почему со мной так случилось, вот это очень опасный путь. И в свое время праведный халиф Али бин Аби Талиб, радийаллаху анху, когда один человек его спросил, некий человек, расскажи мне предопределение, о повелитель правоверных. И Али ему ответил, даваться подробности предопределения – это мрачный путь, не иди по нему. Потом этот человек опять же задал ему такой же вопрос, на что Али ответил, это глубокое море, так не заходи же в него, иначе ты утонешь. Потом третий раз этот человек повторил свой вопрос, и третий раз Али сказал, это тайна Аллаха на земле, и она скрыта от тебя, так не исчезли его. Вот мы тоже скажем насчет предопределения. Главное верить все это, все, что Аллах предопределил, и не углубляться в деталях этого вопроса. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.